Здравствуйте, это новости Татарстана в субботу. В студии Лина Зинатуллина и о картине дня. Сохранить производство и рабочие места – одна из главных задач в условиях санкций, заявил Рустам Минниханов сегодня на совещании в Доме правительства. О мерах поддержки экономики республики доложил Мидхат Шигиахметов. Как сообщил министр экономики, поставки в магазины идут в регулярном режиме, объекты торговли работают штатно и обеспечены товарами первой необходимости. Какими мерами республика дополнит федеральную поддержку? Алия Хайрудинова. Основной задачей органов власти всех уровней на нынешнем этапе является решение задач социально-экономического характера в условиях санкций. Для этого в республике созданы оперативный штаб и комиссии по вопросам продовольствия и непродовольственных товаров. Сейчас, по словам президента, важно поддержать экономику и жителей. Руководство страны, а также на уровне республики принимаются меры, направленные на поддержку отраслей экономики, субъектов малого и среднего бизнеса. Обеспечение продовольственной безопасности, недопущение дефицита лекарственных препаратов, медицинских изделий и, конечно же, непродовольственных товаров первой необходимости. Пресечение необоснованного роста цен. Поддержку граждан, в том числе семей с детьми и других незащищенных категорий. Постоянно в режиме ведется мониторинг ситуации. Это первый доклад по результатам работы оперативного штаба и двух комиссий, созданных по поручению Рустама Минниханова. Всю эту неделю Минпром, Минэконом, Минсельхоз, УФАС и другие ведомства мониторили наличие товаров и цены. Обеспечение продуктами и товарами первой необходимости сейчас задача номер один. Торговые объекты работают штатно и обеспечиваются в регулярном режиме, отмечает министр экономики. По социально значимым товарам сформированы достаточные запасы. Их хватит как минимум на 2 месяца. Хочу обратить внимание коллег из районов, а также отраслевых министерств на необходимость оперативного реагирования на рост цен и наличие товарных запасов. В случае необходимости обращаться в соответствующие органы. При осуществлении торговой деятельности необходимо неукоснительно соблюдать требования антимонопольного законодательства участниками всей товаропроводящей цепочки от производителя до сбыта не допускать необоснованного повышения цен. Наплыв покупателей, которые в эти дни запасались мукой, сахаром и консервами, требует регулярных поставок товаров на прилавки, отметил министр. Здесь помогает похожий опыт начала пандемии, когда выстроилась цепочка взаимодействия между ведомствами, торговыми сетями и производителями. Мониторится и рынок труда, где важно сохранить занятость. На 11 марта в республике 10 тысяч безработных. Часть иностранных организаций уже сегодня заявляет о временной приостановке сохранением рабочих мест и заработной платы. Ситуацию на рынке труда необходимо держать на постоянном контроле. Министерству труда необходимо проработать с федеральным министерством выделение финансовых средств на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, опережающего обучения. Еще одна ключевая задача – импортозамещение. Это работа по 3 направлениям. Организация поставок из несанкционных стран, межрегиональная кооперация, то есть поиск поставщиков по всем субъектам страны и организация производства в республике. Мидхат Шигиахметов напомнил о всех федеральных мерах поддержки – льготных кредитах, субсидиях, кредитных каникулах. Задача для профильных министерств и глав районов – обеспечить участие татарстанских компаний и предпринимателей в этих программах. В республике будут и свои меры поддержки. Это и предоставление отсрочки по уплате основного долга по договорам микрозаймов, это и субсидии самозанятым гражданам на закупку оборудования, это и поддержка экспортно-ориентированных предприятий по поиску новых рынков в странах, не включенных в перечень недружественных государств. Дальнейшее развитие инфраструктуры промышленных парков с низкой заполняемостью, инженерной и дорожной инфраструктуры. О мерах по поддержке устойчивого развития экономики республики, начиная с этого дня, будут докладывать президенту еженедельно. Алия Хайрудинова, Лина Зинатуллина, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань. Зеленодольский и Поволжский фанерно-мебельный комбинат прекратил сотрудничество с IKEA. Мощности направили на другой ассортимент. Об этом предприятие сообщило в соцсетях. ПФМК продолжает работу со всеми своими партнерами и исполняет все свои договорные обязательства. Напомним, на этом зеленодольском предприятии, где работают 900 человек, для шведской компании выпускали табуреты. Недавно сообщалось о производстве 7-миллионного экземпляра.
Фейки, направленные на граждан России, призваны поляризировать наше общество. Об этом заявил начальник отдела развития стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви. Как отметил эксперт, недостоверная информация может спровоцировать людей на необдуманные поступки. Распространяя фейки, люди могут, сами того не подозревая, стать фигурантами административных или даже уголовных дел. Отправляя какую-либо непроверенную информацию друзьям или знакомым, следует быть максимально осторожным, скептическим и щепетильным. Как подчеркивает Тимофей Ви, чтобы не ввести и себя в заблуждение, следует выбрать 2-3 проверенных новостных источника. То есть как только мы видим какую-то одиозную информацию, какой-то шокирующий одиозный инфоповод, не надо спешить с тем, чтобы делать какие-то выводы. Да? Вы просто подождите хотя бы за 5-6 часов. Если это фейк, скорее всего, его за эти 5-6 часов совершенно точно опровергнут, да, и вам повод волноваться исчезнет сам собой. Сегодня из Татарстана выехала вторая автоколонна с гуманитарным грузом для переселенцев из Донбасса. В Белгородскую область отправили свыше 80 тонн товаров первой необходимости. Продукты питания, одежда, предметы личной гигиены. Фуры будут сопровождать сотрудники МЧС. На призыв о помощи для переселенцев из Донецка и Луганска откликнулись тысячи татарстанцев. Помогли и жители, и предприятия, и министерства, и ведомства республики. Груз проводил в путь Рамиль Галиуллин. У нас здесь сахар, чай, скомплектованный таким образом, чтобы товар доехал в целости и сохранности. Так, поддон за поддоном из этого распределительного центра фуры грузят товары первой необходимости. Это гуманитарная помощь, которая так необходима вынужденным переселенцам Донбасса. Они сейчас проживают в приграничных районах. Наша функция подготовить товар здесь, получается, потому что он пришел не за раз, он приходил в течение недели. Наша задача была просто обеспечить место хранения. Все это собрать, скомплектовать. Все самое необходимое. От еды до предметов личной гигиены. Груз собирали всем миром. На помощь откликнулись как рядовые татарстанцы, так и предприятия и ведомства. Эти машины уже загружены и ждут отправки. Всего из Казани в составе колонны отправится 6 фур. Общий объем гуманитарной помощи больше 80 тонн. Путь груза лежит в Белгородскую область. Леониду Кощееву предстоит проехать почти 1500 километров. Вот уже 2 года в дорогу он выезжает с четвероногим напарником Тайсоном. На Грозный возил гуманитарку. Так же. Любой груз, ответственный как бы. Это уже вторая автоколонна, которая отправится из республики на помощь вынужденным переселенцам. Было отгружено 66 тонн товаров. До Белгорода гуманитарный груз будут сопровождать спасатели. Оттуда все необходимое распределят до пунктов назначения, в том числе на Донбасс. Все на добровольной основе, то есть решают коллективы собирать, отправлять. Больше всего нуждаются в продуктах питания, предметах первой необходимости. То, что нужно именно для непосредственно сейчас. Все магазины закрыты, продуктов мало, поэтому основное это сейчас для первоочередного жизнеобеспечения. Груз не последний. Новая партия помощи уже собирается. Протянуть руку может каждый. Пункты сбора в Казани открыты в волонтерском центре Поволжского университета физкультуры, а также в штабе Молодой гвардии на улице Горького. Обращаться можно и по номеру, указанному на экране. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. За последнюю неделю уровень заболеваемости ковидом снизился почти в 2,5 раза. В республике удалось добиться 100% плана по вакцинации. Однако сейчас необходимо усилить работу по вакцинации вторым компонентом. Об этом говорил Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства. Президент напомнил, из-за снижения заболеваемости в Татарстане смягчили ряд ограничений. Это отмена обязательной самоизоляции непривитых пожилых и перевода граждан 60+ на дистант. Кроме того, теперь разрешена 100% заполняемость театров и кинотеатров, цирков и концертных залов. Но это не повод расслабляться, подчеркнул Рустам Минниханов. Ковид никуда не ушел. Мы должны соблюдать все меры индивидуальной безопасности. Особенно об этом должны помнить граждане в возрасте старше 60. Следует строго соблюдать противоэпидемические требования в трудовых коллективах, особенно в образовательных учреждениях. Это и школы, и вузы, и колледжи. Вот этот фильтр. Везде эти вопросы должны быть. Сегодня в Казань прибыл путешественник Руслан Шакин. Он в этом году завершает свой кругосветный забег. Позади 6 континентов и 17 стран. И все бегом. Австралия, Аргентина, США, Великобритания. Свой забег он начал 3,5 года назад в Японии. Марафон не был мечтой всей его жизни. Эту цель Руслан поставил, когда увлекся бегом. Сегодня в его маршрутном листе был Татарстан. О том, как преодолеть бегом 40 000 километров и обогнуть экватор, расскажет Иван Сарафанов. Здравствуйте. Не устали? Нет.
Нормально. Руслан Шакин пробежал уже более 31 тысячи километров, и сегодня его путь проходит через нашу республику. В ярко-оранжевом костюме бегуна видно издалека. С собой у него только спортивная коляска. Коляску зовут Дракар, как корабль викингов, потому что он из Швеции. И именно там я начал бежать с этой коляской. До этого у меня была другая. С собой Руслан взял все необходимое для сольного марафона. Палатку, спальный мешок, который в Татарстане точно не пригодится. В эти дни в республике ночью до минус 20. А еще примус для готовки на природе. Благодаря 4 пауэрбанкам и солнечной батарее он может передвигаться до 4 дней, не забегая в города. С собой у него есть снаряжение для бега по глубокому снегу. Это комплектные лыжи. Мне пришлось их использовать 3 дня. Потому что я сошел с трассы, трасса была совершенно нечищена, было очень опасно бежать. Я выбежал на проселочную дорогу, и мне пришлось одеть лыжи. Это снегоступы, их мне не довелось использовать, к счастью. Свое путешествие Руслан начал 16 сентября, в день своего рождения, 3,5 года назад, еще до пандемии. Она застала его в пути и добавила некоторые сложности. Так в Шотландии пришлось провести в карантине целый месяц. Нельзя было бежать. И я застрял немножко в Глазго и провел там целый месяц, прежде чем смог начать свой забег через Великобританию. И больше отдыхал, и скорее вел дневник, вспоминал, через что я прошел. И, наверное, да, можно сказать, что писал главу своей книги в какой-то степени. А еще запомнилась Америка. Говорит, было много змей. Местные жители для защиты ему подарили оберег. Наверное, самый такой дорогой сувенир – это из Лос-Анджелеса, птичка. Рикки-Тикки-Тави. Маршрут Руслан прокладывает по заранее составленному плану. Континенты он пересекает от крайней западной точки до крайней восточной. Островные государства пробегает с севера на юг. Иногда к нему присоединяются подписчики и преодолевают небольшие участки вместе с ним. Так поступили и 2 казанцев. Почувствовать, каково это ему, чтобы и, соответственно, и поддержать его таким образом. Творится история на глазах. Это уникальный человек. Хочется поддержать. Позади 6 континентов и 17 стран. Но самое сложное, как говорит Руслан, это русская зима. Зима, конечно, да, сильно меня выбила из колеи в плане километража. Потому что если обычно у меня в среднем было более 1000 километров в месяц, январь у меня был чуть более 300. И получается, что путь через Россию, да, на данный момент это самое сложное испытание, русская зима. Свой марафон он завершит в Японии в конце лета на мысе Соэ, острова Хоккайдо. Оттуда и началась эта история длиной 4 года. Иван Сарафанов, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Иначе как чудом это спасение не назовешь. 5-летнюю Эвелину Зайдуллину из Нижнекамска врачи ДРКБ вернули к жизни после остановки сердца. 2 часа 20 докторов реанимировали малышку. Потом сложная операция в Москве, потом реабилитация и регулярное наблюдение врачей. О том, как доктора творят чудеса, Вероника Ганудзинова. Здравствуйте. Добрый день. Каждый из этих врачей ДРКБ для 5-летней Эвелины стал родным человеком. Это их первая встреча после выписки. Сейчас у всех улыбки на лице, бодрое настроение и счастье в глазах. 4 месяца назад они впервые встретились в иных обстоятельствах. Мы пришли в больницу вообще с рвотой. И вот у нас просто педиатр обратил внимание на наш пульс. И вот так вот все понеслось. 8 ноября маленькая Эвелина поступила в Нижнекамскую детскую больницу с температурой и болями в животе. Врач обратил внимание на пульс – 200 ударов в минуту. С Нижнекамской клиники позвонили нашим кардиологам, что у них есть ребенок с непонятным заболеванием сердца. Они нам прислали данные эхокардиоскопии, мы посмотрели на это сердце, ужаснулись, потому что сердце практически стояло. То есть оно сокращалось, но сокращалось очень с малой амплитудой. И мы дали добро, естественно, на перевод этого ребенка в ДРКБ. В Казань девочку доставили на реанимобиле. Диагноз миокардит. Это поражение сердечной мышцы. Возможная причина – перенесенный ковид. На следующий день девочке стало хуже. Ее сердце остановилось. Реаниматологи по очереди проводили ей непрямой массаж сердца. По медицинским протоколам, если не удается завести сердце через 30 минут, пора останавливаться. Но девочку реанимировали целых 2 часа. Уникальность в том, что во время непрямого массажа сердца малышку перевели на аппарат ЭКМО, который насыщает кровь кислородом и возвращает ее в организм. Непрямой массаж сердца продолжался 5-6 секунд. После этого кардиохирургам следовала команда «Стоп». Реаниматолог останавливался. В эти несколько секунд проводился разрез, выделение сосудов и так далее. И дальше продолжались сами реанимационные мероприятия. И вот это длилось в течение часа. То есть мы подключались в течение часа. То есть это было качаем, 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 стоп. Качаем, 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 стоп.
Так девочки спасли жизнь. Но после 2 часов реанимации есть большая вероятность повреждения нервной системы. КТ показала, головной мозг не пострадал. Настоящее чудо. Через 3 суток разбудили ребенка, увидели, что она находится в ясном сознании. Это было, конечно, достаточно чудесным ощущением для нас, потому что неожиданно... мы впервые были в этой истории. Дальше нужна была трансплантация желудочка сердца. Операцию делают только в Москве. Но как транспортировать девочку, которая на аппарате ЭКМО? Любое неправильное движение, и жизнь малышки может снова оборваться. Только один перенос ребенка с кровати на каталку занял час. В аэропорт ехали 2 реанимобиля. Один вез малышку, а второй был страховочный. Все было продумано до мелочей. Девочку перевозили спецбортом МЧС. Это было немножко не так, как вы летите в Турцию, пристегнулись и вам несут кофе, прохладительные напитки. Здесь вокруг пациента мы 5 взрослых людей в прямом смысле были на колени. Каждый держал либо какой-то прибор, либо возил какие-то препараты. Позади было 3 медицинских чуда. В Москве имплантация искусственного желудочка, и сердце Эвелины пошло на восстановление. Слова благодарности, ты, мне кажется, ничего не скажешь. Для таких врачей это... Просто, мне кажется, они работают на своем месте. Но не каждый врач пойдет на такое. Сегодня какая-то эйфория, счастье, осознание того, что все сложности уже позади, все эти переживания остались в прошлом. Дальше Эвелину ждет реабилитация. Встречи с врачами еще будут, но только чтобы удостовериться, что все хорошо. Малышка хочет вернуться в садик, а через год пойдет в школу. А еще мечтает о нем. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Дачники республики готовятся к открытию сезона. Рассада высажена, пошли всходы, ждут таяния снега и настоящей весны. По прогнозам специалистов, дачи в этом сезоне будут на расхват. Желающих стать садоводами немало. Свой борщевой набор с грядки как никогда, кстати, и он вкуснее. О том, как дачники в предвкушении нового урожая, изменился ли план рассадки и нет ли проблем с семенами, узнаем из репортажа. Начала готовиться к сезону. Посадила помидоры, перец, цветочки. Роза Каличева – садовод со стажем. Семена на рассаду высадила в конце февраля. В первых часах марта появились всходы. К любой экономической ситуации готова. Всегда в огороде есть картофель, капуста, морковь и лук. Я не думаю, что из-за санкций люди перестанут сажать. Конечно, будут сажать, потому что даже если семена стали дороже, но выращенный продукт, он все равно окупается. Я такой клеечкой по рядам чуть-чуть поливаю. Семья Хамидулиных более 10 лет высаживают уже проверенные семена собственного производства. Каждый сорт стараются подписывать, после чего сравнивают с урожаем прошлого года. Сажают, как и многие садоводы, по лунному календарю. Так рассада быстрее всходит, говорят они. Обычно мы сажаем в марте месяце, где-то в начале и по 13 число. 13-15 числа. Урожай хороший у нас бывает всегда. И огурцов много, и помидор много. Ради интереса садоводы решили попробовать посадить семена фиников. Каково же было их удивление, когда они стали прорастать? 3 семечки были с магазина, финики. 3 семечки я посадил, один зашел. Бог знает, будет плоды или что. Посмотрим. Дачники уже внесли коррективы в посевную. Год тяжелый, наверное, будет с этими санкциями. И картошку будем сажать. В том году картошку мало сажали, в этом году надо побольше картошку посадить, и свеклу, и морковь. Все будем сажать. Дефицита семян нет, говорят в Союзе садоводов республики. Большая часть посадочного материала отечественного производства. Для садоводов я не думаю, чтобы что-то изменилось, потому что земля у нас есть, удобрения у нас есть, семена, которые используют садоводы, они тоже есть. И в этом сезоне, я думаю, ничего такого не изменится для садоводов. Дачный сезон начнется через месяц. В этом году уж точно, как в той поговорке, «День весны год прокормит». Карина Валиахметова, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань.
Мороз крепчает. Сегодня ночью в Казани и местами в республике температура воздуха понизится до минус 27. По прогнозу синоптиков, такая температура продержится до утра воскресенья. МЧС рекомендует соблюдать осторожность при использовании электрообогревателей и не оставлять включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра. Сегодня в Набережных Челнах произошло знаменательное событие для всех мусульман города. Здесь строящаяся соборная мечеть обрела купол и полумесяцы на минаретах. Челнинцы ждали этого 30 лет. Напомним, мечеть Джамик решено было построить в далеком 92-м. За это время стройка много раз приостанавливалась. И вот долгожданная церемония установки полумесяцев. Свидетелем события стала и Гульнара Миниханова. Молитва сегодня ознаменует начало церемонии установки купола и полумесяцев. Площадь новой соборной мечети заполнена. Мусульмане этого дня ждали 30 лет. Сегодня соборная мечеть обрела 2 полумесяца. По проекту их будет 9. Для нас это очень важно. Появление полумесяцев означает, вот она мечеть. Она есть и скоро откроется. Для прихожан это ориентир прийти сюда на намаз. Это очень большая радость для нашего города. Мечеть Джамик возводили всем миром. Только в прошлом году фонд при мечети собрал от благотворителей 55 миллионов рублей. Люди разных национальностей, разных представителей разных религий, конфессий, убеждений помогают в этом деле. И самое главное, наверное, подтверждение тому, что строителем главной мечети является наш русский православный парень. Вот он скромно стоит. Алексей Николаевич Горшков. Решение о строительстве соборной мечети в Набережных Челнах было принято в далеком 92-м году. Тогда же заложили первый камень. Только спустя 18 лет, в 2010 году, начали возводить мечеть. Сейчас по масштабам строительства видно, мечеть будет самой большой в Закамье. В городе уверены, несмотря на непростую ситуацию, которая происходит в мире, найдут возможности для продолжения работ. За 2020 и 2021 годы нам удалось собрать каркас мечети почти полностью. Сегодня вот завершается кирпичная кладка. Очень многие жители города Набережных Челнов, других городов помогают. Проект соборной мечети выбирали по итогам конкурса. Выиграл известный казанский архитектор Айвар Саттаров, автор проекта мечети Кул-Шариф. Буду ходить сюда, намаз читать, все молиться. Все старики, все молодежь. Очень рад, что такое событие сегодня. 2 купола поднимаем. Пока точную дату завершения строительства не называют. Впереди самые затратные работы, отделочные. Но прихожане уверены, первый намаз в стенах соборной мечети прозвучит в ближайшие 5 лет. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Набережные Челны. Сборная Татарстана по ушу готовится к чемпионату России. Он состоится через 2 недели в Москве. На соревнования из нашей республики отправятся 2 десятка спортсменов. Окончательный список пока формируется. Основные конкуренты наших спортсменов – сборные Москвы, Перми, Санкт-Петербурга и Югры. Ушу – вид китайского боевого искусства, имеет различные направления. Традиционное кунг-фу с оружием и саньда – это спарринги. За тренировкой ушуистов сегодня наблюдал Иван Сарафанов. Это по-китайски «здравствуйте». Так приветствуют друг друга спортсмены ушу. Этим видом боевых искусств Никита Титов начал заниматься с 4 лет. Настояли родители. Затем увлекся и сам. Говорит, самое интересное – это результат. Сейчас Никите 22 года. Он чемпион мира по ушу. Этот вид спорта очень шикарный. То есть даже посмотришь на него, и такая грация, где-то есть агрессивность, где-то крики, прыжки, оружие, то есть очень большая разновидность оружия. И вот как раз-таки вот этим и зацепило меня. Палки, нунчаки, алебарды, мечи – все эти виды оружия используются в ушу. Тренировки и соревнования проходят со спортивными безопасными экземплярами. Упражнения больше похожи на красивый танец, но это только на первый взгляд. Это меч с односторонней заточкой. Самое распространенное оружие ушу-дао состоит из лезвия, гарды, рукояти и платка из китайского шелка, который, по одной из легенд, служит для отвлечения врага во время боя. Благодаря гибкому лезвию для большего эффекта во время выполнения упражнений издает характерный звук.
Несмотря на то, что сейчас это спорт, ушу изначально вид боевого искусства. И задача тренера не только научить ему, но и объяснить ответственность применения этих знаний. Спортсменам мы разъясняем, что те движения, которые вы делаете, это все боевое направление. Мы стараемся показать, где и как они могут применить данный прием какой-то. В начале марта в Москве прошел чемпионат и первенство России по традиционному ушу. Наша сборная привезла 28 медалей. Ребята недавно вернулись с чемпионата и первенства России по традиционному направлению ушу, кунг-фу 22 года в составе 28 спортсменов и принесли в общую копилку 28 медалей, 11 из которых золотые. Уже через 2 недели чемпионат России по ушу ТАО. Тренировки станут интенсивнее. Иван Сарафанов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня в Казани стартовал этап детского Кубка России по шахматам «Мемориал» Валерия Яндемирова. Международный гроссмейстер был одним из ведущих тренеров республики. Ему своими спортивными успехами обязаны несколько поколений воспитанников Татарстанской шахматной школы. В память о нем турнир проводится в 3-й раз. Сегодня в столицу съехались 333 спортсмена из 26 регионов страны. О тех, для кого шах и мат – путь к победе, расскажет Алия Хайрудинова. Сделать ход и обязательно его записать. После партии точность движения слонов и пешек будут сверять судьи. Макару Бердашкевичу 9 лет. С шахматами на «ты» с 3 лет. Он уже чемпион Коми из Северо-Западного федерального округа. Пешки идут, все сметают на своем пути. Слоны всех топчут. Кони скачут по всей доске. Король в безопасности отправляет всю армию в бой. Можно просчитывать, интуиция, интеллект. Интеллект – сильнейшее оружие человека. Более 300 спортсменов из 26 регионов страны. Им от 9 до 15 лет. Каждый второй участник из Татарстана. С каждым годом их становится больше. Еще 3 года назад в республике запустили 2 проекта – «Точка роста» и «Шахматы в школах». Все для того, чтобы ребята интеллектуально развивались. Так, начальную подготовку уже прошли 113 тысяч детей. Сегодня в республике 17 спортивных школ. Один из учеников – Амирхан Хаиртынов. Он уже чемпион республиканского турнира и призер ПФО. Он меня привлекает игрой, удовольствием. И я очень хочу быть чемпионом мира. Шахматы связаны с математикой. У меня по математике все хорошо как раз. Спортсмены, которые играют в шахматы, должны быть физически сильными и очень выносливыми. В древности в шахматы играли без времени. И соперники буквально доводили друг друга до изнеможения. Известны случаи, когда они просто засыпали перед доской. Этот турнир – возможность повысить свой рейтинг в российской турнирной таблице. Также они могут попасть на финал на Кубка России, который будет проходить в конце этого года. А финалисты Кубка России будут являться членами сборной Российской Федерации. То есть это по 3 направлениям очень хорошая возможность для продвижения спортсменов, шахматистов в своей карьере. Этап Кубка России продлится до 18 марта. Победители смогут попасть в высшую лигу и принять участие на соревнованиях в Сочи. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Так заканчивается эта неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше новостей в наших соцсетях. До встречи! В студии София Егорова. Здравствуйте! Данил Мастер дарит подарки. Только до конца марта при заказе кухня мойка из искусственного камня в подарок. А при заказе шкафа-купе комод вас ждут на Восстание 23. Телефон 2-167-166. Поле повышенного атмосферного давления продолжает формировать погодные условия в нашей республике. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево морозная погода сохранится, -8-9 градусов. Пройдет снег, местами возможен туман. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге небольшая облачность, не исключены осадки. Морозно, особенно ночью до -23. В Агрызе, Дилеевске, Актаныше сохраняется холодная погода. Возможен снег, утром туман. В Арске, Кукмаре и Валтаси пока морозно, 7-8 градусов ниже 0. Возможен снег. В Болгаре, Дрожжином, Буинске днем 5 мороза, не исключен небольшой снег. В Альметьевске, Чистополе, Мадыше холодно. Днем возможны осадки в виде снега. В понедельник прогнозируется снег, мороз немного отступит. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций.
Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, основатель медцентра «Доктор Ос». Своим пациентам мы рекомендуем отказаться от сложного хирургического вмешательства. Снять боль и восстановить разрушенный сустав можно даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Всего 1 укол вместо операции и протеза. «Доктор Ост». Прямо сейчас запишитесь на прием за полцены. Укрепить иммунитет и восстановить силы поможет санчи. Благодаря свойству гармонизировать кровообращение, санчи благотворно влияет на работу всего организма. Дает энергию, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Улучшает самочувствие. Польза санчи проверена веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. 20 и 21 марта в аптеках Farmland скидки на санчи 20%. В Казани облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег. Ночью около 18 мороза. Днем около 7 градусов ниже 0. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 80%. Магнитное поле Земли спокойно. На дорогах местами скользко. По предварительному прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температурный фон в ночное время сохранится пониженным и будет опускаться ниже 10-градусной отметки. Днем же станет заметно теплее. Март продолжает наверстывать упущенное февралем. Но сколько бы зима не сопротивлялась, настоящая весна уже на пороге. На этом наш выпуск завершен. До свидания.